Дамы и господа, мы начнем через 1 минуту. Займите ваши места в зале. Городу Якутску сегодня необходимо новый взгляд в новом веке, это однозначно, но при этом участие специалистов, которые имеют опыт работы в наших суровых климатических условиях. Вообще очень интересный город, очень самобытный на самом деле город, со своими, конечно, проблемами, но очень приятный в человеческом плане. Мы считаем, основной ценностью Якутска это именно жители города. Люди, которые здесь живут, видно, что они хотят меняться, видно, что они любят свой город очень сильно, видно, как они относятся к своей культуре, к своим традициям. При этом мы видим, что да, не хватает городских пространств, есть определенные проблемы, и для того, чтобы их решить, мы здесь все собрались. Якутск – это крупнейший город в мире на вечной мерзлоте, это старейший город на северо-востоке страны. В 2032 году он будет отмечать свое 400-летие. К этому времени он должен стать вровень с лучшими городами мира по уровню развития человеческого капитала. И еще раз подчеркиваю, что он должен стать лучшим городом в мире для жизни на вечной мерзлоте. Республика Саха, Якутия. Самый большой регион России с экстремальными климатическими условиями. Арктическая зона республики – геостратегическая территория нашей страны. Якутск – сердце республики. Столичный городской округ включает в себя 14 населенных пунктов, в том числе город Якутск, 11 сельских населенных пунктов, 2 наслега. Правительство Республики Саха, Якутия, инициировало масштабный проект по преобразованию Якутска. Первым этапом стало проведение комплексного исследования и разработка мастер-плана. Партнерами проекта выступили Дом РФ и окружная администрация города Якутска. Заказчик – целевой фонд будущих поколений Республики Саха, Якутия. Работа ведется Агентством стратегического развития «Центр». Фундаментальные исследования, комплексная оценка потенциала развития территории городского округа город Якутск, подготовленная междисциплинарной группой экспертов, стала основой для проекта. Исследование оценивало, с одной стороны, градостроительный потенциал развития города и его проблемы, а с другой стороны, оценивало скрытый потенциал развития, который можно задействовать для того, чтобы Якутск ускорил свое развитие. Мы опирались на миссию города достижения к 2032 году Якутском образа будущего, как лучшего города в районе вечной мерзлоты. И 4 стратегических приоритета, связанных с формированием комфортной среды и дифференцированным развитием экономики. Мы объединили ведущих федеральных и местных экспертов, Академию архитектуры, специалистов агентства «Центр», специалистов Высшей школы экономики и многих других экспертов для того, чтобы создать публичное исследование о всех возможностях и перспективах развития Якутска. Якутск – прогрессивный город, он динамично развивается. Это город, который одним из первых задумался о том, что IT-технологии и креативные индустрии могут развиваться не только в крупных городах, но и в городах средних. И опираются в основном здесь жители города главным образом на свои собственные компетенции, на свои собственные таланты. Исследование определило основные векторы развития Якутска до 2032 года. Результаты исследования легли в основу технического задания конкурса на разработку мастер-плана города.
Якутск сегодня – это уже город постиндустриальной экономики, это связано с развитием IT-инфраструктуры и предпринимательской активностью и потенциалом формирования новых секторов, связанных с критичным сектором. В первую очередь это хай-тех индустрии, это креативные бизнес-индустрии и развитие туризма. Для Якутска характерна высокая доля развития креативных индустрий, как архитектуры, так и IT-сферы, высокая доля образовательного потенциала. Федеральный университет входит в ведущие российские и международные рейтинги по востребованности выпускников и активно сегодня развивает креативные направления. Старт конкурса был объявлен 8 февраля 2022 года. Оргкомитетом получено 34 регистрации из 10 городов России. По всем правилам конкурса заявки оформили 11 участников. В целом от разработки мастер-плана города Якутска я ожидаю положенную на карту стратегию развития города. С чем можно было бы выходить к населению, к бизнесу, к жителям города Якутска и показывать наш путь развития. В оценке заявок принимали участие эксперты федерального и регионального уровня. Финалистами стали 3 команды. Финалисты познакомились с конкурсной территорией, встретились с представителями местных органов исполнительной власти и обсудили дальнейшее развитие Якутска. При приезде сразу не выявился центр города. Хочется прям поездить и понять структуру, посмотреть еще более внимательно карту, как этот город образовался, как он развивался. Много слышали о том, сколько проблем, какие подтопления здесь, но не могли себе представить, насколько это важно, насколько это критично, насколько это видно и чувствуется. Семинар – это некая точка зрения, взгляд, через который финалисты осознают город. И это на самом деле очень важно. То есть это является одним из ключевых компонентов успеха будущего мастер-плана. Очень надеюсь, что участники конкурса в своих предложениях, в своих проектировках будут подходить к разработке мастер-плана не как к какому-то обыденному событию, а как к разработке города, который должен стать лучшим городом в мире на вечной мерзлоте для жизни человека. Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас на пресс-конференции, посвященной финалу открытого всероссийского конкурса на разработку мастер-плана города Якутска, Республики Саха-Якутия. В рамках данной пресс-конференции мы проведем церемонию награждения, а также у вас будет возможность услышать и экспертов, и партнеров конкурса, а главное увидеть презентацию победителя. Первое слово мне хотелось бы передать главному архитектору Республики Саха-Якутия Ирине Алексеевой. Ну что ж, уважаемые участники нашего конкурса, уважаемые члены жюри, хочу поздравить всех не с окончанием, а с участием в этом масштабном событии. В рамках столетия республики, столица Республики Саха-Якутия получила визуализацию того видения, которое мы планируем реализовывать. И я хочу все-таки еще раз поблагодарить тех, кто способствовал этой работе. Во-первых, Институт развития Дом РФ, лично Антона Владимировича Финогенова за ту помощь, которую он оказал на первом шаге поддержки этого конкурса, и Фонд будущих поколений в лице Владимира Анатольевича Егорова, благодаря которым мы смогли профинансировать эту серьезную колоссальную работу. Агентство стратегического развития «Центр» наш, наверное, уже самый любимый партнер, потому что мы не первый раз работаем с коллегами команды Сергея Георгиевского, действительно профессионалы высокого класса, благодаря которым мы имеем возможность проводить такие конкурсы и привлекать к работе здесь, в Республике Саха-Якутия, в городе Якутске, лучших специалистов со всей страны и не только. У нас были и конкурсы с международным участием. Хочу поблагодарить каждого из вас, каждого, кто работал с ноября месяца. На самом деле работа началась очень давно,
И хочу даже сказать о том, что мы стартовали ранее, чем президент страны объявил о масштабной реновации городов Дальнего Востока и дал поручение в адрес Миндальвосток развития подготовить мастер-планы 25 городов Дальнего Востока. Поэтому это большая удача, что мы имеем возможность работать с такими партнерами. Ну и в конце, конечно, ожидая результата нашего конкурса, хочу пожелать команде окружной администрации Евгения Николаевича реализовать те проекты, которые мы сегодня вместе будем развивать, подкреплять финансовыми инструментами, инвестиционными инструментами, в том числе федеральной поддержки. Это коллективная работа, и это то, что сегодня становится возможным. Спасибо. Большое спасибо, Ирина Дмитриевна. Действительно, в августе 2021 года было подписано соглашение между правительством Республики Саха-Якутия и Дом РФ. Затем мы с вами стартовали 17 ноября в пресс-центре ТАСС. Это был телемост между Саха-Медиа и ТАСС в Москве. И вот сегодня мы завершаем этот конкурс, эту процедуру здесь, в Саха-Медиа. Я напоминаю, что благодаря Саха-Медиа мы с вами имеем прямую трансляцию всего заседания жюри, дискуссии и этой пресс-конференции, благодаря которой, собственно, и наши московские коллеги-журналисты могут сейчас наблюдать за нами. Те немногие урбанистические и архитектурные СМИ, которые работают в нашей стране, внимательно следили за этим конкурсом и будут следить за тем, как будет реализовываться его результат. В основе лежало большое исследование, и мы хотели бы еще раз обратить внимание на то, что каждому человеку сегодня доступна вся информация об этом конкурсе. Это исследование опубликовано, также будут опубликованы все 3 работы, каждый сможет увидеть их в прямой трансляции. Ну и затем, соответственно, на официальном сайте Якутск Мастер-план. Мы готовы перейти к церемонии награждения, а уже после этого мы дадим слово остальным нашим спикерам и, конечно же, нашему большому партнеру и соратнику Дом РФ, который с нами также на связи. Ирина Дмитриевна, я прошу пройти вас в центр для того, чтобы мы приступили к оглашению результатов жюри. Секунду. Это очень волнительно. Итак, коллеги, 3-е место по решению членов жюри занимает консорциум под лидерством «Мастерс-план». Второе место займет консорциум под лидерством IND Architects. Ну и всем уже очевидно, и тем не менее особенно торжественно и волнительно. Победитель – это консорциум под лидерством Института генерального плана Москвы.
Ну и теперь, когда все известно, мы, конечно, хотели бы первое слово передать другу и партнеру конкурса в лице Дом РФ и лично Антона Владимировича Финогенова. Он с нами на связи посредством телемоста. Добрый день, коллеги. Первое, хотел бы слова благодарности сказать всем трем участникам. На самом деле, что уж говорить, по соотношению цена-качество вы сделали все три команды очень хорошие проекты, очень глубокие. Есть чем сравнить. Это в том числе те города Дальнего Востока, которые сейчас разрабатывают мастер-планы. И я могу сказать, что у вас всех уровень, скажем, выше среднего, при всем при том, что гонорары за участие в конкурсе, они, конечно, ниже, чем просто рынок разработки мастер-плана. Поэтому я бы хотел со стороны Дома РФ отдельно все три команды поблагодарить не только за то, что участвовали, но и за то, что действительно вложили очень серьезные, интеллектуальные, ну и, конечно, связанные с этим финансовые ресурсы в подготовку проекта. Второе, я считаю, что обязательно нужно подумать, и это в том числе задача к нам самим, над тем, чтобы обеспечить дальнейшую не только интеграцию всех этих решений в генеральный план, правила землепользования, не только запуск уже проработки конкретных отдельных территорий, но и вопрос, связанный с тем, чтобы максимально использовать наработки всех трех концепций, потому что, ну, скажу честно, дискуссий было много, и назывались разные фавориты, поэтому тут у каждой из команд есть свои сильные стороны. Ну и чтобы не было головокружений успехов у победителей, могу сказать следующее, что, конечно, есть вопросы, которые явно не удалось докрутить. И считаю важным сказать об этом. Первый вопрос, связанный с идентичностью. Да, они очень много говорили, но говорили недостаточно глубоко, чтобы это нашло свои отражения в, скажем, детально, как инженерно-строительных решений, потому что там многие специалисты хорошо знают вопросы инженерной подготовки в Якутске, и глава республики, как человек, который возглавлял город, и глава города, говорили о том, что многие из тех решений, которые были взяты на флаг всеми тремя командами, ну, вообще-то не совсем реализуемы без дальнейшей и серьезной доработки этих вопросов. Вопрос как бы архитектурного кода, вот Тони Пигенпана в видео, предваряющее презентацию, был тезис о том, что, и этот тезис сказали жители города, что не хватает, да, некого своеобразия архитектурного, планировочного, средового, чтобы вот на улицах города, во дворах сразу понимать, чувствовать, что ты находишься именно в Якутске. Я сейчас не про арктическую северную специфику, а именно про особенности столицы Республики Саха-Якутия. И здесь точно есть что доработать, и пока было сказано больше красивых слов, чем вот конкретных визуализаций. Я еще раз не хочу создавать впечатление какого-то критиканства, потому что сделано было за столь короткие сроки, пусть на базе аналитического исследования, которое сделал агентство «Центр», и той работы, которую по сбору данных провела администрация и правительство города и республики, что, конечно, помогло сделать эти документы очень качественно. Но есть к чему стремиться, и эти этапы точно нужно пройти перед тем, как уже непосредственно перейти к проработке. И, наверное, последнее, что тоже не хватило у всех трех команд, это вопрос реконструкции существующих территорий. ИЖС, советская типовая застройка. Вот как-то все увлеклись гигантоманией,
да, проектами нового строительства. Это тоже хорошо, потому что город быстро растущий. На Дальнем Востоке, в принципе, таких городов больше быстро растущих нет. Понятно, столичный статус и динамичность экономики обязательно требует реализации знаковых проектов, что сейчас в городе и так происходит в последние годы. Но при этом важнейший вопрос, который влияет на большую часть населения Якутска, собственно, как изменится наша жизнь с точки зрения того жилья, той среды, в которой мы живем. И вот здесь хотелось бы тоже более подробно проработать акцент на этих вопросах. Ну, наверное, на этом все. Еще раз хотел бы поблагодарить всех трех участников, потому что работа проделана огромная. Я, как человек, который сам занимался раньше проектированием, это вижу, это понимаю. И большое вам просто человеческое спасибо за те человекочасы, нервы, усилия, которые были потрачены. Но, поверьте, дальше придется потратить еще больше времени и сил. Это мы вам гарантируем. Спасибо. Благодарим вас, Антон Владимирович. Мне бы хотелось передать слово мэру города, главе городского округа город Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву. Спасибо, Сергей Андреевич. Еще раз добрый день, уважаемые участники мероприятия. Отдельная благодарность всем трем конкурсантам за действительно проделанную огромную работу. В каждой из этих работ мы почерпнули для себя очень важные предложения, переосмыслили подходы. Разрыв, по крайней мере, в моем бюллетене был минимальный между всеми тремя участниками. Очень достойные конкурсанты. Для города Якутска, для нас, для людей, которые сегодня работают в администрации городской, это значимость происходящего события трудно будет переоценить. Мы, как в видеоролике уже видели, значит, идем по очень амбициозным целям. Сегодня в докладе Института генплана было сказано, что мы ее уже достигли, уже самый лучший город на вечной мерзлоте, значит. Но, тем не менее, те задачи, которые были представлены в мастер-плане, они действительно очень амбициозные. Они требуют консолидации всех уровней власти, бизнеса, населения с привлечением всех возможных инструментов для их реализации. Остается дальше глубже прорабатывать. Всегда жизнь выстраивается в логике очень простой: мечта, план, реализация, результат. Сегодня мы имеем возможность уже находиться на втором этапе из этого жизненного цикла. Мы находимся на этапе планирования, далее будем уже заниматься реализацией этого плана, поэтому дальше у нас методичная, скрупулезная работа по градпланированию, по документам территориального планирования, значит, и с реализацией тех проектов, тех решений, которые будут приняты в результате утверждения мастер-плана и в связке с указом главы республики и стратегией социально-экономического развития города Якутска до 1932 года. Спасибо большое за то, что уделили время. Спасибо вам за ваш талант, за взгляд. В каждой из работ, вот я попросил Сергея Андреевича, чтобы по одному альбому лично мне как-нибудь досталось. И я уверяю вас, вы из каждой из этих работ, наверное, что-то увидите в реализованном виде в городе Якутске. Спасибо вам большое. Благодарим вас, и хотелось бы передать слово Михаилу Николаевичу Керемясову, заместителю генерального директора целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия, фонду, который выступил заказчиком в рамках этой инициативы правительства. Спасибо. В первую очередь я, конечно же, хочу поздравить всех троих финалистов сегодняшнего конкурса, который сегодня завершился. Быть в числе
тройки призеров – это уже большая победа для любого проектировщика при работе над таким крупным проектом, как мастер-план развития стратегического документа столицы региона. Это очень такая большая работа, надо сказать. Целевой фонд, тот, как уже сказали, выступил заказчиком этой работы при финансовой поддержке Института развития фонда РФ. Так, что такое целевой фонд будущих поколений? Ну, он уже вот 30 лет как является крупнейшим фондом на территории республики и осуществляет деятельность в области оказания содействия в развитии как социальной сферы, так и других проектов. А с недавних пор, вот с 2019 года, в фонде появилось еще одно направление деятельности. Это деятельность оказания содействия в улучшении городской среды, подготовки проектов, ну и оказание содействия в подготовке проектов общественных пространств и так далее. Короче, вот в архитектурном проектировании. В связи с этим вот по поручению главы республики фонд выступил заказчиком в этой работе, и сегодня мы подвели итоги этой работы. Я бы очень хотел отметить вот как раз наших партнеров, в первую очередь, которые я сказал, фонд РФ и агентство стратегического развития «Центр», с которым мы уже это осуществляем не первый проект. Это очень высокий уровень работы каждый раз демонстрирует центр, и поэтому мы надеемся, что и в дальнейшем мы будем с ними плодотворно сотрудничать. А сегодня, значит, мы, как вы все видели, подвели итоги, причем был очень такой серьезный конкурс, где все очень равно выступили. Если вы, наверное, слышали трансляцию обсуждения, то там было я вот до того момента, когда Сергей Андреевич огласил результаты, я сам не знал, кто будет первым. Я думал, кстати говоря, что другой победит, но не тот, на кого я ставил, так скажем. Так что вот теперь флаг в руки администрации города Якутска, который теперь, имея в руке стратегический документ, уже будет конкретно реализовывать его, прорабатывая уже конкретные проекты дальнейших развития своих территорий. Спасибо. Благодарю вас. Ну и мы хотели бы пригласить победителя за трибуну для того, чтобы представить свой проект. Давайте поаплодируем коллегам. Я думаю, что будет очень правильно, если ваши якутские коллеги будут с вами здесь в этот момент. Удивительный, самобытный, контрастный. Все это про Якутск, город, аналогов которому нет не только в России, но и на всей нашей планете. Это самый крупный в мире населенный пункт, расположенный в зоне вечной мерзлоты. Но сюда все больше стремятся люди изо всех близлежащих земель. Ведь город буквально на глазах становится крупнейшим центром развития новых технологий и современных тенденций. Именно здесь делают уникальные открытия в аграрной сфере, разрабатывают видеоигры, развивают туризм, снимают знаменитое на весь мир кино. И все это идет рука об руку с традиционной культурой и обычаями, уходящими корнями в далекие времена, в самую древность. Я свой город люблю, потому что я здесь родилась, я здесь выросла, и у меня такие очень теплые чувства к своему городу. Мы как бы идем в ногу со временем, но при этом вот есть некоторые проблемы. Очень быстро выходят из строя многие асфальтовые дороги. У нас стоит проблема водоотведения. 1-2 дня дождь льет, и заполняются водой наши центральные улицы. Нету досуга для молодежи. Вот. Наш город Якутск, он такой немного безликий. У него нет своей индивидуальной фишки, какой-то особенности. И вот очень хотелось бы, чтобы в современном моем городе, да, вот были решены эти проблемы. Перед северным мегаполисом стоит немало сложных вопросов. В первую очередь, это специфические условия для развития градостроительства. Но мы считаем, что у каждой задачи есть свое решение. В этом случае это бренд под названием Крио, такой же не похожий ни на что, как и сам Якутск. Итак, бренд Крио.
Это полномасштабный проект, который затронет все аспекты развития города. Это и культура, и архитектура, и гастрономия, и технологии, и туризм. Везде будут созданы исключительные новые продукты. Наша крио-идея умещается в 4 стратегии. Первая стратегия касается развития экономики и самореализации жителей. Якутск уже становится экономически независимым и финансово самодостаточным. Исходя из имеющегося опыта активных жителей города, видно, что они готовы претворять свои мечты в жизнь в своем родном городе. Поэтому второе направление стратегии подразумевает поддержку горожан со стороны местных органов власти. Это касается любых позитивных и полезных инициатив, которые проверены на местном уровне и доказывают свою жизнеспособность. Третье. Главное и самое всеобъемлющее – это комфорт жизни в условиях Крайнего Севера. Даже закаленным людям хочется уюта и тепла. Причем не только в своих квартирах, но и во всем городе. Мы предлагаем продвижение технологий криоархитектуры, создание всесезонного комфортного городского пространства и постройку доступного жилья. При этом обязательным условием будет сохранение грунтов вечной мерзлоты. В 4-й стратегии развития инфраструктуры города мы собираем и адаптируем самое лучшее. Это хорошие долговечные дороги без пробок, теплые остановки, удобные тротуары и ливневки, широкие мосты. Кстати, такой мост уже строится в Якутске. Он существенно улучшит жизнь всех горожан, и путь до железнодорожного вокзала, а в перспективе и до грузового порта, станет намного удобнее. Решить проблему связности внутри города, ускорить трафик и повысить уровень безопасности пешеходов должна полукольцевая структура автодорог. А реновация уже существующего городского ландшафта поможет укреплению и развитию экосистемы. Попутно решаются проблемы инфраструктуры и благоустройства. Исторический центр сможет расшириться. Мы стремимся сохранять компактность города. По нашему плану, центром будущего Якутска может стать территория 67-го и 68-го кварталов. Набережное озеро и канал будут благоустроены, появится национальный парк. А еще центр Якутска сможет расшириться к реке за счет намывных территорий. На них будет построен жилой микрорайон. Появится бульвар со всесезонными павильонами, крупномерными деревьями и благоустроенной набережной. На одном из направлений Вилюйского тракта в Сайсарском округе можно запланировать еще один новый жилой район. Он станет логическим продолжением исторического центра. На юге города появится зона с малоэтажными коттеджами и этнопарком. Развитие коснется и парка Гагарина. Там появится криорекреационный центр с аквапарком и экспозиция перспективных технологий в сфере строительства. Мы верим в бренд под названием Крио, потому что он отражает уникальность города, его яркость и самобытность. При правильной огранке алмазы, добытые в Якутии, могут осветить самую черную ночь. Но есть еще кое-что, способное озарить любую тьму. Это люди. Их светлые идеи, души и умы. И именно их сияние дает большую надежду на безграничное развитие Якутска. Республика Кин Куаратын Чагалхайкерскеле Сахасерин Барамат Байегар. Кликер. Кликер. Что-то я... Ну, ладно, пока мы ждем кликера, во-первых, хотелось бы начать со слова благодарности. Благодарности, во-первых, уважаемым членам жюри за оказанное доверие, оказанную, скажем так, экспертизу наших проектных решений, но в том числе и благодарность города Якутска, потому что с самого начала работы над мастер-планом мы получали огромное наслаждение от знакомства с городом и его жителями. То есть это не о каждом городе можно сказать на самом деле. Поэтому спасибо огромное за возможность разработать этот мастер-план, за возможность продолжать его разрабатывать, улучшать и в том числе, скажем так, повлиять на судьбу самого города. У нас не такой большой тайминг, насколько я понимаю, как был на защите, поэтому мы так пройдемся по основным, самым важным идеям. На самом деле была проделана очень большая работа. Итоговый альбом, который включает все проектные решения, насчитывает более 300 страниц, в том числе 100 страниц приложения. Отдельные исследования проводились и по зарубежному опыту, чтобы посмотреть, как люди живут на вечной мерзлоте в других частях нашей планеты, какие там применяются технологии, строительства
идеи. Были произведены абсолютно разные оценки, которые касались социально-экономического развития и экономики, непосредственно сегодняшней экономики города, и демографических трендов, сколько людей приезжает в город, сколько людей уезжает, скажем так. Также мы, скажем так, ознакомились очень детально именно с развитием пространства, какие сегодня есть вызовы в городе. То есть мы ничего изначально решили, что мы никаких проблем не будем укрывать, что мы покажем их ровно такими, какие они есть, и попытаемся дать ответы на все самые острые вопросы. Также очень многое было сделано для того, чтобы узнать лучше жителей города и их нужды. С одной стороны, мы анализировали даже социальные сети, смотрели, у нас работала нейронная сеть, искусственный интеллект, который сортировал фотографии, скачанные из ВКонтакте, чтобы определить, какие общественные места пользуются популярностью, где людям нравится проводить время. Помимо этого, мы напрямую обращались к жителям и проводили свой собственный опрос. Он очень простой по своей структуре. Вопросы специально сделаны таким образом, чтобы меньше создавать сложности самим респондентам, но при этом мы могли бы проанализировать и сделать выводы в совершенно разных отраслях и связанные выделить проблемы с рекреационными пространствами, и с транспортной инфраструктурой, и что волнует жителей в первую очередь, связано с чистотой, с пылью в городе. То есть все это мы сделали такой достаточно большой срез мнений жителей города. С другой стороны, есть традиционные инструменты, которые использует наш консорциум. Это анализы, связанные с пространственными ограничениями. Есть огромная база наработанного опыта, как работать с теми или иными ограничениями, в том числе природными территориями, с зонами подтопления. Здесь мы все это положили на карту. Для каждой функции определили места в городе, где наиболее благоприятно эту функцию размещать. И все это легло в основу нашей идеи. Основной идеей мастер-плана на самом деле является симбиоз двух, скажем так, глобальных тем. Первая тема – это те стратегические приоритеты, которые есть у города сегодня. Это, скажем так, достижение статуса лучшего города для жизни на вечной мерзлоте. Мы эту цель поддерживаем, но для того, чтобы ее укрепить, мы проанализировали все города, которые сегодня находятся на вечной мерзлоте. И увидели, что во многом Якутск, он уже сегодня превосходит эти города, что он является фактически уникальным. Поэтому мы дополнили, сделали вторую, естественно, мы не отказываемся от первой компоненты, она очень важна, и мероприятия, которые в рамках нее заявлены, они для города являются максимально перспективными. А мы добавили, скажем так, дополнительно новую идею, дополнительную, которая заключается в продвижении идентичности города, потому что многие города сегодня сталкиваются с вызовом, чем они отличаются от других городов, чем они интересны, чем они конкурентоспособны, какой у них есть продукт, чтобы заинтересовать всю остальную страну. И мы определили, что у Якутска такой продукт есть, и он очень сильный. Это его идентичность, которая выражается и в истории, в культуре, природе, в идентичности национальных народов, которые живут в республике Саха-Якутия. Таким образом, мы предложили идею, которую сами назвали криокультура. То есть это симбиоз особого аутентичного образа жизни, который проявляется в совершенно различных аспектах. Это и особая рекреация, это и туризм, и гастрономия, и дизайн, архитектура, ландшафтный дизайн. То есть это аспекты, объединенные под общим брендом, который дальше продвигает Якутск на федеральном уровне. Соответственно, под этим брендом мы разработали непосредственно сценарий развития города. Его отличают такие характеристики, как соразмерность или же компактность. Сегодня было достаточно много сказано про компактный город. Это абсолютно верное направление. В том числе многие решения мастер-плана ориентированы именно на зону компактного проживания жителей города сегодня. Соответственно, в рамках разработки принципов было сделано очень много предложений по различным инструментам, технологиям, принципам организации среды, которые соответствуют общей идее бренда Крио. В том числе были предложены приемы организации городского пространства, специально подобранные растения в соответствии с рекомендациями ботанического сада города Якутска, которые являются в том числе одним из решений проблемы пылевых заносов, потому что большое количество растительности, с одной стороны, запечатывает сегодня открытые грунты, а с другой стороны, может поглощать дополнительную пыль. Предлагались решения, связанные с защитой от насекомых. Сегодня тоже эта тема поднималась не раз, в том числе конструкции, которые в общественных пространствах позволяют жителям чувствовать себя более комфортно, в том числе и летом. Результирующий архитектурный облик, то, что мы называем криоархитектурой,
Он представлен несколькими примерами. Мы специально сделали такие разнообразные, но достаточно интересные архитектурные предложения. Одно из них было показано на территории, которая находится вдоль Вилюйского тракта. Другое важное предложение по жилой среде и новой архитектуре — это намывные территории вдоль улиц Чернышевского. Все эти предложения ориентированы на создание новой уникальной среды, которая способна поддерживать и заинтересовывать жителей, существующих жителей города, и привлекать новых, в том числе постоянных жителей, туристов и инвесторов, которые будут вкладываться в перспективные проекты. Говоря о, скажем так, обеспечивающей инфраструктуре, здесь, мне кажется, идея получилась очень интересная, чистая, потому что сегодня есть определенные вызовы, связанные с транспортной инфраструктурой, и мастер-планом была предложена система полуколец, объездная дорога города, внутреннее городское кольцо, автомагистраль скоростная, которая соединит город с мостом, которые фактически превращают транспортную систему города максимально эффективную. То есть у людей нет необходимости, например, проезжать через центр, чтобы попасть в все точки города, они могут перераспределяться по объездной дороге, что существенно сокращает нагрузку на центральную часть. Также очень важно, что мы создали единую базу проектных намерений в виде карты политик, то есть она является всеобъемлющей, в ней есть и территории нового освоения, и территории реконструкции существующих территорий города, и в том числе, например, здесь есть зоны, которые мы условно называем протекцией территории, фактически направленные сохранение существующей застройки при капитальном ремонте, дополнительном благоустройстве. То есть это карта, которая говорит нам о том, что нужно сделать в городе в перспективе ближайших лет. Говоря о индикаторах развития города, здесь мы посмотрели в нескольких сроках, то есть понятно, что у нас есть ближайшая перспектива 2030 год, и здесь мы видим возможности прироста, в том числе создания новых 31,6 тысяч рабочих мест, создание строительства нового жилищного фонда, это 2,9 миллионов квадратных метров, но мы закладываем показатели и на более долгий срок, в том числе рост рабочих мест к 2042 году 70 тысяч, рост жилищного фонда, значит, 7,699 миллиона квадратных метров, а также строительство новой улично-дорожной сети. Все эти показатели, в принципе, сегодня отвечают существующим трендам строительства и развития городского округа. Говоря уже непосредственно о городе Якутске, более детальные предложены решения, в том числе, например, проработана детальная инженерная схема, которая призвана решить ресурсные ограничения территории города, предложены новые подстанции и реконструкция старых подстанций электричества, строительство в перспективе нового водозабора в городе, а также развитие сетей теплоснабжения, водоснабжения для повышения их эффективности. Отдельно была проработка, связанная с водоотведением, потому что, как говорилось и в ролике, и сегодня достаточно часто упоминалось, водоотведение в городе является одной из первостепенных проблем. Тут мы предложили и единую схему ливневых коллекторов для центральной части города, но в том числе отдельные решения, связанные с технологией организации стока, с поэтапным прогревом лотков для того, чтобы ускорить продвижение талых вод, и в том числе принципы, связанные с криоархитектурой. Переходя к более детальным проектным решениям, мастер-план, скажем так, опирается на новый дизайн-код, разработанный, скажем так, нашим консорциумом, который включает в себя в том числе принципы, почерпнутые из зарубежных аналогов. Это и принципы, связанные с, скажем так, реакцией на большие снеговые нагрузки, на ветровые нагрузки, связанные с материаловедением, какие конструкции используются за рубежом в похожих условиях, какие материалы облицовки фасадов, что стало фактически основой для нашего предложения по дизайн-коду. Оно включает в себя и форму образования новых жилых домов, и фактически организацию внутридворовых пространств, часть из которых может быть крытая, достаточно компактная, кулуарная, защищенная от внешних угроз, от внешних климатических воздействий. Помимо этого предложены фасады, которые, на наш взгляд, хорошо иллюстрируют идею криоархитектуры, и небольшие малые архитектурные формы и навигация, в том числе с цветовыми различиями для разных округов города. Говоря о конкретных проектах, здесь мы сделали ставку на несколько приоритетных точек роста, первой из которых является развитие 68-го квартала.
В том числе мы приняли решение, скажем так, посоветовавшись с рядом, в том числе жителей, о том, чтобы вынести ипподром за территорией непосредственно населенного пункта Якутск и на его месте разместить объекты, связанные с образованием и культурой. То есть в первую очередь это научно-образовательный центр, который включает в себя новую национальную библиотеку, и большой киноцентр, который станет оплотом развития креативных индустрий. Говоря о самом 68-м квартале, здесь учтены намерения, то, что сегодня уже строится филармония, и тот объект СФУ, который запланирован в юго-западном углу 68-го квартала. Кроме этого, мы предлагаем разместить там торговый центр, объекты, связанные с наукой, дата-центр, центр развития биологии. И уже с другой стороны, с востока, на территории залога, предлагается разместить небольшой объект, который мы называем квартал мастеров. Своеобразное посольство всей остальной республики Саха, где происходят всякие ремесленные мастер-классы, где есть небольшие мастерские, торговля, то есть фактически небольшое представительство культуры республики в непосредственной близости от главного нового центра современного города. Говоря о второй точке роста, это намывные районы вдоль улицы Чернышевского. Здесь важно сказать о том, что мы попытались максимально использовать потенциал намывных территорий, потому что понятно, что это большой шанс, большая возможность сделать среду отличного качества, не, скажем так, оторванную от проблем, связанных с вечной мерзлотой, имеющей очень большой потенциал, очень большую ценность для жителей Якутска. Здесь мы предложили несколько сценариев, в том числе есть основной сценарий, который связан с развитием территорий, которые непосредственно прилегают сегодня к городу, но также мы зарезервировали такие незастраиваемые кварталы, которые возможно освоить, допустим, после реализации дамбы, инженерно-защитного сооружения, которое фактически защитит территорию от подтопления, после чего эта территория сможет в будущем развиваться дальше. Вот так выглядят примеры среды, в том числе и жилые, и общественные объекты, и аллея всесезонных павильонов, которые фактически станет одним продолжением, пешеходным продолжением улицы Кирова. Третья точка – это территория вдоль Вилюйского тракта. Это пример непосредственно реновации жилой застройки, то есть как нужно в условиях существующих стесненных размещать новые жилые дома, соответствующие принципу криоархитектуры, как их компоновать с существующими домами, как поэтапно заменять. То есть это проект уже не про новое строительство, а скорее про трансформацию существующей жилой территории. Четвертый такой типовой проект – это отображение принципов того, как мы считаем, нужно организовывать индивидуальную жилую среду. Это проект, выполненный в автодорожном округе. Фактически новая типология индивидуального жилого строительства, которая выполнена в соответствии с принципом, который мы называем калейдоскоп. То есть это такая планировочная структура, которая включает в себя несколько морфотипов и несколько тематик, связанных с индивидуальным жилым строительством и блокированной застройкой, и фактически позволяет обеспечить многообразие среды, в том числе в условиях индивидуального жилого строительства. И последняя, очень важная точка роста – это предложение по развитию парка Гагарина, в том числе развитие внутренних маршрутов парка, создание новых функций, создание новых культурных центров, нового климатического центра, где будет обеспечен новый аквапарк и условия, скажем так, отличные по климату от окружающих якутских. На этом, я думаю, можно закончить. Спасибо вам огромное. Нет, вы остаетесь здесь, коллеги, а мы, собственно, предлагаем перейти к вопросам. Если у кого-то они есть, вы можете подойти к микрофону за стойкой и задать свой вопрос команде или спикерам. Либо, если кому-то так будет приятнее, сделать это уже за рамками пресс-конференции. Мы останемся здесь на какое-то время для вашего удобства. Хотел бы кто-то задать вопрос публично сейчас у открытого микрофона, коллеги? Подумайте. Есть ли смелые? Но если в открытом формате никто не хотел бы задать вопросы, вы можете сделать это уже за рамками пресс-конференции. Команда остается сегодня еще здесь, в Якутске, и сможет ответить на все ваши вопросы. Кроме того, это смешанная команда, как вы знаете. В ней есть представители как из Москвы, так и из Якутска, а значит, связь будет... Да. Значит, связь будет крепкой, да, и я прошу вас, да, скажите несколько слов. Я бы хотел поздравить нас, якутян, с тем, что мы в работах 3 участников, финалистов,
мы получили очень интересное предложение развития городского округа города Якутска. И причем эти предложения все подкреплены исследованиями, очень хорошими расчетами и добротной визуализацией, которая понятна всем, не только специалистам, градостроителям, которые там могут генплан посмотреть и увидеть. Это прежде всего станет понятно всем и руководству, и жителям города. И эти бесценные предложения, которые имеют во всех трех работах, я думаю, они будут глубоко проанализированы и в дальнейшем лягут в дальнейшую работу по развитию города Якутска. И хотел бы поблагодарить о том, что был очень высокий уровень организации конкурса, и команды действительно были очень сильные, очень профессиональные, и все работы, которые мы сегодня видели, были выполнены в очень короткий срок и очень профессионально. Но мы, конечно, прежде всего благодарим наших коллег. Эти все решения рождались во многих многочисленных предложениях из тех, и анализах глубокого анализа, и все-таки высасывали самые интересные, самые, по нашему мнению, самые правильные. Спасибо всем, спасибо за внимание. Со своей стороны мы хотели бы отметить, что конкурсная практика, реализуемая в республике под патронажем Ирины Алексеевой, является одной из самых транспарентных на сегодняшний день. Как вы знаете, большинство конкурсов не показывают дискуссионную часть, никогда не демонстрируют то, каким образом происходит профессиональное обсуждение. Но здесь, в Республике Саха-Якутия, это принципиальное решение наших заказчиков и партнеров, демонстрируется все и без купюр. Для нас, как профессионального оператора, это также крайне важно, поскольку это возможность благодаря такому решению заказчика и партнеров продемонстрировать, каким образом происходит выработка решений. Это методологически ценно, это ценно с точки зрения транспарентности принятия решений. Ну и кроме того, мы надеемся, что эти конкурсы становятся не просто способом производства конкретных решений, но также становятся междисциплинарной образовательной платформой, которая позволяет архитекторам, урбанистам, градостроителям, экономистам и иным специалистам, которые работают здесь, в регионе, в коллаборации со своими федеральными и международными коллегами, обогащать тем самым и родную республику, и выходить за пределы региона. И мы уже видим новые имена из числа якутских экспертов, которые за эти несколько лет появились не только внутри республики, но стали известны и на уровне всей страны. Нам кажется, что такой обмен очень многое дает с точки зрения повышения уровня градостроительной и архитектурной практики и улучшения качества жизни, качества среды для жизни людей. Мы бы хотели еще раз поблагодарить всех наших спикеров, членов жюри, часть из которых присутствует здесь в зале аплодисментами, ну и поблагодарить всех, кто следил в прямой трансляции за этим конкурсом.